Решение задач на готовых чертежах, применение теоремы Пифагора. Дан треугольник ABC, прямоугольный треугольник. Нужно найти гипотенузу BC. По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. АБ у нас равен 24. 24 в квадрате прибавить 10 в квадрате. Квадрат 24 576 прибавить 100, это будет 676. Это квадрат 26. Значит, гипотенуза BC будет равна 26. Так. Дан треугольник ABC. Здесь также нужно найти гипотенузу BC. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 5 в квадрате это 25, прибавить 3 в квадрате это 9, 25 прибавить 9 это будет 34. BC будет равен корень из 34. Дан треугольник MNS. Найти нужно S, то есть катет MS. Катет, лежащий против угла в 30 градусов в прямоугольном треугольнике, равен половине гипотенузы. Значит, катет NS будет равен 1/2 MN. Это значит 1/2 будем умножить на 2 корень из 3. Это значит катет NS будет равен корень из 3. Чтобы найти X, это катет MS, мы применяем теорему Пифагора. Из квадрата гипотенузы вычитаем квадрат катета, и мы имеем 2 корень из 3, все это в квадрате, вычесть корень из 3, все это в квадрате, значит 2 корень из 3 в квадрате, это будет 12, 12 отнимаем 3, это будет 9. Значит, делаем вывод, что МС будет равен 3. Так, следующая задача. Треугольник ABC. Найти нужно катет, неизвестный катет. Используя теорему Пифагора. Неизвестный катет равен квадратный корень BC в квадрате. Из квадрата гипотенузы вычитаем квадрат катета. Квадрат BC это 26 в квадрате, квадрат AC это 10 в квадрате. Здесь можно использовать формулу сокращенного умножения. Под корнем 26 вычесть 10, умножить на 26, прибавить 10. И у нас под корнем получится выражение 16 умножить на 36. Значит, делаем вывод, что катет АБ равен произведению 4 это 6, это 24. Так, дальше по нашему рисунку. Неизвестно у нас X. По рисунку у нас это трапеция. CBABCD это трапеция. Сторона АД неизвестна у нас. Используем треугольник АБД как равнобедренный треугольник. Значит, из вершины B мы проведем высоту, которая будет равна стороне CD и равна 3. И что мы будем иметь? И что мы получим? Прямоугольный треугольник, гипотенуза равна 5, половина стороны АД это будет у нас катет. Значит, 1/2 стороны АД будет равно под корнем АБ в квадрате, под корнем 5 в квадрате, вычесть 3 в квадрате. Из 25 отнимаем 9, из 25 отнимаем 9, и мы получаем 16. Корень из 16 это 4. И делаем вывод. X это сторона АД, и АД у нас будет равна 8. АД равно 8. Следующая задача. Треугольник ABC, ABC прямоугольный.
четырехугольник АСБД, у нас это будет трапеция. Значит, опять же мы используем, из вершины B проведем высоту, которая равна 4. Но из АД вычесть из 5 мы вычитаем 2, получаем 3. Значит, чтобы найти x, мы должны квадрат из квадрат 3 нужно прибавить квадрат 4. И что мы будем иметь? 9 прибавить 16 это 25, значит корень из 25 это 5. X равен 5. X равен 5. Во всех этих задачах было применено теорема Пифагора. Еще раз повторяю. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике. Применяем теорему Пифагора и для еще нескольких задач. Для данной задачи. Площадь трапеции МНТК равна 50 квадратным сантиметрам. Что мы знаем про площадь трапеции? Площадь трапеции равна полусумме оснований. Значит, МН прибавить QT умножаем на высоту. Здесь в данном случае высота будет МQ. Площадь трапеции мы знаем 50. МН у нас это X. Полусумма оснований умножен на 5. Значит, сумма двух оснований будет равна 2 умножить на 50 и делим на 5. Сумма x прибавить qt будет равно 2 умножаем на 50 и делим на 5. И что мы имеем? Сумма равна 2 на 50 это 100, 100 делим на 5 это 20. Это 20. Теперь, что мы имеем? Из треугольника МТК нам нужно найти QT. QT, используя теорему Пифагора, из квадрата 13 вычитаем квадрат 5. 169 вычесть 25, и мы получим под корнем 144. О чем это говорит? Что QT будет равно 12. Если QT равно 12, x прибавить 12 равно 20, x прибавить 12 равно 20, значит делаем вывод, что x равен 8. Что нам требовалось найти? Следующая задача на вот на этом рисунке. Здесь нам нужно найти x как гипотенузу прямоугольного треугольника. Что мы имеем? Что ST и MT, они равны. Значит, MT у нас будет равно 8. Квадрат 8 прибавить квадрат 6, это будет квадрат x. Это mr в квадрате. 8 в квадрате. Прибавить 6 в квадрате. 64 прибавить 36. Под корнем будет 100. 100. Отсюда следует x равен 10. Задача следующая. Здесь нужно найти x. X это отрезок ML. Для этого мы должны, раз это квадрат у нас, KLTR это у нас квадрат. Каждая сторона равна 8. Значит, нам нужно выяснить КМ у нас сколько. Если вся сторона КЛ 8, КМ это у нас будет равно сколько выяснить. Как мы это найдем? КМ будет равно 10 в квадрате, вычесть 8 в квадрате. Это будет у нас из 100 вычитаем 64, это будет 36. И что мы имеем? КМ у нас равен 6. Теперь делаем вывод. Чтобы найти x, мы должны из КЛ вычесть КМ. Из 8 вычитаем 6, получаем 2.
Значит, x в этом случае у нас будет 2 сантиметра. И последняя задача. Треугольник CBD, прямоугольный. Треугольник BDABD, тоже прямоугольный. В треугольнике ABD угол при вершине D, то есть BDA, равен 60 градусам. Сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90 градусов. Значит, делаем вывод, что угол при вершине А будет равен 30 градусов. 30 градусов. О чем это говорит? Что катет BD равен половине гипотенузы AD. И это будет равно 24. Это будет равно 24. Значит, BD равен 24. BD равен 24. Теперь делаем вывод. Если угол при вершине BDA у нас будет 60 градусов, а угол BDC будет 30 градусов. 30 градусов. О чем это говорит? Значит, сторона BC будет равна половине BD. BC равно половине BD. BD у нас получилось 24. Половина 24 это будет 12. Это будет 12. Если BC 12, BD у нас 24, значит CD будет равна квадрат 24, вычесть квадрат 12. Используя формулу сокращенного умножения, 24 вычесть 12, умножать будем на 24, прибавить 12. 24 вычесть 12 это 12, 24 прибавить 12 это 36. Так, 12 это 4 умножить на 3, 36 это квадрат 6. Что мы имеем? Из 4 квадратный корень 2, из 36 квадратный корень 6, 26 это 12, 12 корень из 3. И что мы нашли? Х равен 12 корень из 3. Спасибо. До свидания.